Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след мировой истории. В Европе имеются два музея, в которых выставлены древние артефакты, относящиеся к гунскому периоду с IV по VII век. Это исторический музей Пфальц-Шпайер под Кёльном и исторический музей в Будапеште. В научно-исторических изданиях Attila und Hunnen, Пфальц-Шпайер, 2007 год, Attila und Okai, Будапешт, 2012 год, с описаниями данных артефактов даны характеристики всех твердых предметов и вещей, хранящихся в данных музеях и относящихся к указанному гунскому периоду истории Германии и Венгрии. В Кыргызстане есть два музея, в которых также имеются артефакты, относящихся к IV-VII векам гунского периода. Это Государственный исторический музей и Университетский музей Кыргызско-Российско-Славянского университета. Артефакты из Германии и Венгрии полностью идентичны артефактам, находящихся в кыргызстанских музеях. Они полностью совпадают друг с другом по своим материально-сущностным параметрам, по своим внутренним и внешним признакам. Мы находимся в музее Кыргызско-Российско-Славянского университета. Экспонаты этого музея собирались на протяжении 20-25 лет коллективом университета. В музее представлены артефакты практически всего периода истории кыргызов и истории Кыргызстана с древнейших времен. Ну и поскольку именно гунны сыграли определенную и достаточно важную с нашей точки зрения роль в истории кыргызов, то в нашем музее, соответственно, есть экспонаты этого периода гуннов. Это и керамическая посуда, и фрагменты оружия, и фрагменты бытовой, соответствующей утвари, то есть как зернотерки, рудотерки, казаны и так далее. Артефакты гунского периода, они, разбросаны по всей территории современного Кыргызстана. Более того, они есть и на территории Российской Федерации, и на европейской части, на территории Европы. Ореол охватывает, расселение гуннов и кочевий гуннов колоссальный, и в связи с этим находки по всей территории Кыргызстана, и в Таласе, и на Иссык-Куле, и в Чуйской долине, и на юге Кыргызстана. Особо следует отметить, что золотые украшения, женские и мужские, хранящиеся в Германии и в Кыргызстане, до того идентичны друг другу, будто бы изготовлены в одной мастерской. Имеются полностью схожие друг с другом по составу посмертные маски, которыми закрывали при захоронении лица умерших гунских ханов. Одна маска хранится в Германии, музей Пфальц-Шпайер, которую нашли в Северной Венгрии. Другая же маска хранится в Государственном историческом музее Кыргызстана, которая была найдена в местечке Шамши под Токмаком. В 2006 году в Кыргызстан приезжала научная делегация из Германии, которая сняла золотую копию с кыргызстанской маски, чтобы дополнить свою экспозицию второй гунской маской. Чингиз Айтматов долгие годы работал послом сначала Советского Союза, а затем суверенного Кыргызстана в странах Бенилюкса и посещал данные музеи, а также и другие музеи, в которых также экспонируются артефакты гунского периода, и пришел к твердому убеждению, что гунны имеют прямое и непосредственное отношение к его народу кыргызов. И поэтому 1/4 его книги «Плач охотника над пропастью» посвящена гунскому периоду кыргызской истории. Великий писатель ясно и однозначно заявлял, что гунны – это древние предки кыргызов, а личность великого Аттилы следует изучить заново в аспекте нового ренессансного подхода. Аттила. Он вернется вместе с ренессансом нашего исторического самосознания.
Надо, чтобы в реальной истории Аттила занял достойное место, чтобы в литературе были правдиво описана его жизнь, и народ узнал заново ее имя и его дела. Чингис Айтматов.